дед бил, Неля сбилась. Папа била, Неля била. Мышка пробежала. Хвостик махнула, птичка упала, Неля билась. Плачет. Дед плачет, папа. Все. Другое, непростое. Нет, не золотое, а простое. Молодец. После пересказа курочки Рябы последовали стихи наизусть. Объективы фото и видеокамер совсем не смущают. Санель Ажиба с виду совершенно здоровый ребенок. Детское обаяние, добрая улыбка никак не выдают страшную трагедию девочки. 2 года по больницам, 4 сложнейшие операции, одна проблема, перерастающая в другую. Все это сегодняшняя действительность маленькой девочки с удивительным именем Санель. В 3 месяца беременности мне поставили диагноз, что у моего ребенка будет гидроцефалия и спина бифида. Я не прервала беременность, ребенок родился, правда, с патологиями. Ее сразу же увезли на 2-й день после рождения в другой город, чтобы прооперировать там ее, в другую страну. И там ей буквально через неделю сделали операцию сперва на спинномозговую грыжу. То есть у нее была в открытой форме грыжа на позвоночнике. Ей сделали, прооперировали через неделю после ее рождения, а после еще там буквально прошло какое-то время, 10 дней, не больше, ей поставили шунт. Родители уже думали, что все беды позади, но спустя месяц после операции у девочки поднялась высокая температура. И снова операция. Санель сделали шунтирование, однако оно не прижилось. Последовало лечение, затем снова шунт и снова неудача, из-за которой со временем возникли проблемы с кишечником, который впоследствии также пришлось оперировать. Месяц назад опять поднялась высокая температура. Когда мы сдали анализы мочи, они оказались очень ужасными, у нее были очень повышенные лейкоциты, белки. И когда мы отправили этот анализ доктору в Москву, он сказал, что это ужасный анализ и необходимо срочно выехать, потому что у нее могут начать отекать почки, и это очень угрожало ее жизни, можно сказать. После очередного выезда московские врачи порекомендовали родителям Санель сделать МРТ спины. Оказалось, вся проблема в ней. МРТ показала, что ее позвоночник прилип, можно сказать, к ее спинному мозгу. Да, и необходимо их отделить, потому что пока это не сделаешь, у нее периодически будут такие проблемы. Вот несколько раз уже отекали почки, и если это допускать уже более 2-3 раз, то могут быть серьезные проблемы. Своими средствами мы не смогли потянуть эту операцию, поэтому мы обратились за помощью к вам, в фонд Ашана, чтобы вы нам помогли. По словам врачей, болезнь, если в срочном порядке не провести операцию, может привести к страшным последствиям. Однако после успешного проведения операции Санель Ажиба может быть полностью вылечена. Полное восстановление, есть такие шансы. Естественно, реабилитационный период займет какое-то определенное время. Это не сразу, конечно, после операции. Над этим ребенком очень надо долго и работать. Есть такие шансы, да, что она будет ходить. Эта операция жизненно необходима сейчас, и эта операция, надеюсь, ей поможет. Родители девочки не отчаиваются и очень рассчитывают на нашу с вами поддержку. Сложнейшую операцию готов провести почетный врач-нейрохирург мира, профессор Эваладос Чеснулис. Стоимость оперативного лечения 1 240 000 рублей. Саид Барганджи, Леон Адлейба, Абхазское телевидение.